Сегодня глава Ингушетии Мурат Зязиков приехал в Москву, чтобы развеять слухи о возможном объединении с Чечней и своей скорой отставке в связи с обострением ситуации в республике. Сказал буквально следующее: «Всех жаба душит от моего президентства, но, как в том одесском анекдоте, не дождетесь». Это и другие заявления ингушского лидера выслушал Олег Глухих. Оказавшись в агентстве «Интерфакс», президент Ингушетии не обнаружил своей фотографии на прежнем месте. Эта новость показалась неприятной Мурату Зязикову. И все, я вот свою фотографию не вижу, видимо, надо будет поправлять ситуацию. Неприятными могли показаться Зязикову и вопросы журналистов, отношения с Чечней и возможное объединение с ней, нападение на русские семьи в Ингушетии и вероятная отставка президента республики. На последнее Мурат Зязиков ответил однозначно. А я еще 10 лет буду. Так что им, этим товарищам, кто вам задает вопросы, объясните. Я уже как-то говорил на предыдущей пресс-конференции, как у нас говорят в Одессе, не дождутся. Я единственное, конечно, не смогу быть таким, как вот некоторые другие наши руководители, соседи. Я другой человек совершенно. Мне говорят, а почему вы там, как в Чечне? Я не могу там полевые формы одевать, еще там. Я, понимаете, в республике, площадку республики Ингушетии для экспериментов сделать никому не позволю. Убийство русской учительницы и в другом случае учительницы вместе с семьей – это спланированная провокация, заявил Зязиков, пообещав, что ни один преступник не уйдет от ответственности. Ни один ингуш не мог поднять руку на учительницу. И, конечно, это то, что сегодня тоже, как технологии, хотят нарушить вот то межнациональное согласие, тот мир, который сегодня в Ингушетии. К провокациям он отнес и стихийные митинги по поводу пропажи людей. Почему-то люди собрались в Ингушетии, хотя эти люди пропали в соседней республике. Я так думаю, что это такая была заготовочка, такой небольшой спектакль, если учитывать, что уже были готовы котлы, чашки, ложки, подушки, матрасы и такой своеобразный митинг. К ночи все стало на свое место, их нашли где-то в районе Шалинского района, Чеченской республики, и никакого разгона не было. Да, я не скрою, я понимаю, что это следующий вопрос будет. Когда в сторону сотрудников МВД брошены были камни какие-то, предупредительная стрельба вверх была. Это вот по данным правоохранительных органов. Отношения с Чечней дружественные, но объединения быть не может, говорит Зязиков о возможных изменениях. Что касается отношений с Чеченской республикой и с чеченским народом, они были, есть и будут братскими во все времена, вне зависимости от политической конъюнктуры. И отношения и с руководителем республики у меня нормальные, я бы сказал, братские отношения, и мы их будем поддерживать, у нас другого нет. Вопрос объединения, я уже говорил неоднократно.